Салем, Достар, рад вас видеть. Сегодня будет такой, просто я увидел этот ролик и очень хотел, задать вам несколько вопросов, что ли, по большей части, чтобы вы ответили не мне, а сами себе, и было бы круто, если бы вы ответили в комментариях тоже. Я сейчас покажу одно видео, оно совсем не развлекательное, поэтому если вы хотите отдохнуть, типа пришли с работы и все дела, включите что-нибудь веселенькое, доброе, интересное, а не этот видос. Вот. Но в целом, раз вы зашли, и если у вас мучает интерес, да, что я вообще такое решил записать, то давайте досмотрим до конца. У меня много-много-много к вам вопросов. Сейчас я покажу ролик без лишних слов, вы сами его посмотрите, а потом я уже скажу, что думаю. Претензии есть к конвою? Учреждение откуда прибыл? Учреждение. Откуда прибыл? Есть жалобы, говорю? Нет. Сюда проходит. Сюда заезжать, можешь отказаться от лечения. Развернем и поедешь даже назад. Поедешь, да? Отказываешься? Не надо кипиш подавать. Нам твое здоровье не надо. И себе портить здоровье не надо. Отказываешься от лечения? Скажи, да, отказываешься и назад едешь. Лечение отказываешься? Грижам енді. Давай. Шымба грижа? Қайдан келе жатырмын. Неге басып соғасың? Неге басып соғасың? Сен мұнда емделуге келдің ғой? Иә. Мұнда сен басың жауын Итер жерден жүрдім. Кім итерді? Берген жоқсың сені. Өзің зауып Что там, немене? Никто не трогает. Емделесің нахуй. Немене? Успокойся. Ренат, ешкім сені соқты. Просто я еще не показал его до конца, но вглядитесь в эти до жути напуганные глаза. Вот это. Спайт, сен емделуге келдің мұнда. Приехал. Жарылады қазір. Қазір врач көреді қазір. Ағай. Ренат, спокойно тұрсайшы. Давай соқсыңдаршы. Сразу айтам. Алайда қаттырақ кішкене. Врач, пройдите сюда. Ну, себе Ауырады менің басым. Саған мұнда бүгін істейдім. Сен, короче, мында сюда. Давай, ставь. Не принимай ножи его. Держите нас, держите. Нет, к стене не ставьте его. Артына қойыңдар. Не ставь к стене. Ёбаный. Отырмайын. Шевелимся, стоимся. Отыр осылай. Вот так вот держи его, вот так держи. Вот так держи его. Вот так пусти, вот так посади его на пятую точку. И пусть сидит, вот так держи. Держи его вот так. Все. Шапку найди, шапку. Басма дома, как он. Фиксируем сейчас все. Куда он денется? Кулек-то свой сними. Руки смотри. Кулек свой сними. Сними давай. Ясно? Кулек сними свой. Сними. Ты чё хуйлось? Руку возьми. Пофиксируй. Пофиксировали руку. Смирительный не надо. У вас смирительный керек. Я показал этот ролик отрывисто, моментами, да, потому что было бы слишком долго, и да, в принципе, зачем вам это надо? Вот эти вот кошмары смотреть. В целом, первое, что хочется сказать, это то, что, ребят, это все снималось на камеру. То есть вот эти действия производились на камеру, и страшно представить, что было бы, если бы камеры не было. Наверное, было бы все гораздо хуже. Теперь, настает такой вопрос, да, он очень сложный, и чтобы на него действительно правильно ответить, я не знаю, каким нужно опытом жизни, не знаю, иметь какой опыт жизни, но рассудить достаточно сложно. Все-таки правы они или нет. То есть я, к сожалению, не знаю, по какой статье стоит этот человек. Если видео с первым было понятно, что там 179-я, часть 3, это у нас разбой, грабеж с нападением на жизнь или угрозу жизни. В общем, не очень, конечно, статья, и я не знаю, за что сидит этот человек с напуганными глазами, просто который говорит, что, ребят, у меня грыжа, я приехал, мне нужно лечение, а его потом ставят на карты, на колени и закидывают его назад, что, в принципе, с грыжей очень больно, и говорю я это, потому что у меня грыжа, и, в общем, со спиной проблемки, и, в общем, это гадкое ощущение, когда тебе еще и пробивают в живот, то, думаю, и это не очень приятно, и закрыли еще глаза, в общем, достаточно жестоко. И хочется сказать, конечно, что господа полицейские, милицейские неправы. Реально неправы, так нельзя. Любой человек,
чтобы он не сделал, какую бы ошибку он в своей жизни не совершил, да, блин, он остается человеком. Да, можно сказать, да, типа, а педофил, который там изнасиловал девочку и убил 2 мальчиков маленьких, он тоже человек. Но чаще всего такие люди, они не совсем виноваты. Пожалуйста, дослушайте перед тем, как дизлайк ставить. Если человек идет на такое, на кошмары, да, чаще всего, я не говорю, что всегда, но имеет место быть плохое детство. То есть представьте себе, если ребенок живет среди родителей, которые употребляют героин, видит, как мать бухает и как его таскают по разным притонам, каким он вырастет. Или когда он с детства попадает в детдом с 2-3 лет, его забирает какая-то тетенька, потом начинает избивать и взяла его чисто ради пособия, ради каких-то денег, да, посудите сами, что из этого человека вырастет. То есть, на самом деле, во многом виновато и воспитание. Винить нужно не только этого человека, но и убийцу. Ну, но и того, точнее, кто воспитал этого убийцу. Вот. Конечно, есть много примеров, когда идеальные золотые родители, а ребенок пошел там и натворил гадости, говна, и он сел в тюрьму. То есть, я сейчас не пытаюсь защитить, но, тем не менее, ну, какой-то смысл в моих словах есть, и от этого никуда не убежишь. Вот. Что еще хочется сказать? Давайте теперь насчет именно полицейских, да? Вот. Правы они или нет? Конечно, нет. Нет. Потому что, ну, нельзя человека избивать. Ну, нельзя. То есть, блин, тем более он нуждается в лечении. Окей, он сделал плохое дело, и он заслужил гнить в тюрьме, в холодных стенах, просыпаться в них и засыпать с мыслью, что он в них подохнет. Он заслужил питаться объедками, какой-нибудь ужасной едой и работать на зоне, вышивать там тряпки или что делают, я не знаю. Но тем не менее, да, он это заслужил, но не такую жестокость, конечно. А с другой стороны, конвои. Те, кто следят за арестантами, те, кто их сопровождают и так далее, чаще всего они на своем посту достаточно долгое время, 5-10 лет, иногда и больше. И за такое время человек, он, блин, просто сходит с ума, когда каждый день видит жестоких маньяков, серийных убийц, педофилов. Конечно, он не видит в них людей, и осуждать их за это тоже никак нельзя, ребят. Потому что наверняка попади вы на такую работу, работая с такими заключенными, смотря на дела, видя женщину, которую убили или расчленили, видя там, как мужик переехал там ребенка и при этом, блин, взял его и закопал в землю, да вы будете готовы его расчленить, сожрать и убить при первой встрече, какие бы он вам добрые глазки не строил. Поэтому вот мой вопрос к вам, правы они или нет? Вот я хочу это услышать, ну потому что я посмотрел оригинал видео и столько комментариев типа мусора, гондоны, пидорасы, суки. Я не хочу быть популистом, то есть я абсолютно не боюсь, что там мне кто-то что-то сделает, ну не в данной теме, честно говоря. Я говорю искренне то, что в принципе их можно понять. Потому что сами наверняка сталкивались, смотрели какой-то сериал, фильм или просто новости где-нибудь по телевизору, и когда сообщают, там, человек изнасиловал свою жену, там, или изнасиловал там соседку, при этом убил ее маленького ребенка, отца там вообще не знаю как-то, блин. Ну, короче, собственно говоря, вы видите жестокого человека и сами внутри неоднократно думали, блять, гореть ему в воду, сука, его надо за такое. И когда вы работаете и сталкиваетесь с такими людьми, и вы понимаете, что в вашей власти, сука, их растоптать, в грязь опустить, я не знаю, насколько сложно не поддастся этому. Поэтому вот к вам и вопрос. И еще, ребят, мы все прекрасно понимаем то, что любой человек может оказаться в подобной ситуации, да, ну то есть сесть в тюрьму, неважно, совершил он преступление или нет, потому что статистика не врет, людей, которых посадили незаслуженно, достаточно много. Естественно, такого быть не должно, и, блин, я вообще, если честно, не знаю суть, к чему я веду, просто я посмотрел это видео не с целью записывать что-то, да, посмотрел, но у меня вот встала дилемма, правильно ли все это или неправильно, можно ли понять их, вот этих вот, да, мразей, которые беззащитного человека бьют, или просто шиздец, да, вот, пожалуйста, подумайте, сами мне напишите, в принципе, ответьте себе на этот вопрос. Ребята, которые работают где-то в госучреждениях, ну, в смысле,
в обороне, в полиции, конвоями и так далее. Ну, вы поняли, да, к кому я обращаюсь. Если вдруг вы меня смотрите, то, блин, если бы вы не пошли в ментуру, если вы бы не оказались при своей власти, была бы велика вероятность, что вы бы тоже могли сесть в тюрьму по какой-то ошибке, по какой-то провинности, по какой-то глупости, по молодости, неважно. Могли оказаться в подобной ситуации, к вам бы относились так же, поэтому не надо. Ладно, ребят, всем пока-пока.